Негодование по поводу новой графы, появившейся в квитанции о предоставлении услуг по обслуживанию камер наружного наблюдения многоквартирных домов, появляется среди взрослого населения. Отметим, что установка камер утверждается на общем собрании собственников квартир, процедура добровольная. По этому поводу мы узнали мнение жителей. Ну а какие нарушители? Свои, которые в подъезде, мы их знаем. А так к нам никто не ходит, двери закрыты. Силуэт человека просто видать и все. Ни лица, ни номеров машин, вообще ничего не видать. Когда нам пришли и предложили установить камеру на наш дом, в принципе, лично я согласилась, потому что в наше неспокойное, скажем так, время иметь камеры, которые будут показывать двор, да, там, подъезд и так далее, это очень здорово, потому что сегодня, как говорится, это опасно, потому что из подъезда воруют, машины, я не знаю, во дворах сжигают, детей воруют, и иметь камеру – это здорово. И лично я подписалась. Несмотря на неоднозначные отзывы, удобство использования установленных устройств уже успели испытать на себе некоторые сибайцы. К сожалению, поводы для этого оказались весьма неприятными. Так, в одном из подъездов многоквартирного дома произошел инцидент в середине октября. Мужчина под влиянием алкоголя потерял своего домашнего любимца, отправился на поиски, вооружившись кухонным ножом. В процессе поиска он нанес ущерб чужому имуществу, напугал детей соседей. Для того, чтобы установить точные события, правоохранительные органы обратились к компании, которая занимается установкой камер. По словам участкового, мужчина понес административное наказание, но позже все-таки оказался фигурантом уголовного дела по тому же поводу. Другой случай не заставил долго ждать. Во дворе многоквартирного дома женщина пострадала от рук бывшего сожителя, который нанес ей побои. Также при содействии организации по обслуживанию оборудования наружного наблюдения был установлен факт нападения. Нарушитель также не остался безнаказанным. Если окна вашей квартиры не позволяют вам контролировать сохранность вашего автомобиля на парковке или местонахождение детей, вы можете сделать это дистанционно, через телефон или планшет. В больших городах практика пользования средствами записи фиксирования правонарушений уже вошла в повседневную жизнь. Содействие в профилактике и контроле за оборотом наркотиков, возможность удаленного наблюдения за жизнью и здоровьем близких, охрана имущества, которое находится во дворах многоквартирных домов, является причиной пользования технологической новинкой и в нашем городе. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.